К сожалению, деревья высыхают. Это микрорайон Салават-Купере. Сразу и не скажешь, что здесь лето. Больше похоже на осень. Золотая листва и уже давно не зеленый газон. Жители говорят, раз городские службы не справляются, решили взять дело в свои руки и выходят поливать. Мы сначала обрадовались, да, все, деревья, все красиво, но не поливают, да. Есть такая проблема, которая, тем более жара такая стоит. Это очень печально, конечно. Поливальные машины не видели с весны, рассказывают жители. Их боль не скрыть. Все лето нет дождя, и вот такое безобразие. А сейчас вообще уже беспредел творится. Вообще беспредел. Это никуда не годится. Никому ничего не надо. Вот. Это прямо душераздирающий крик. Очень сухие деревья. Из нашего подъезда, вернее, даже из нашего дома обращались, я не знаю в какую инстанцию, чтобы поливали. И в субботу, нет, в воскресенье выходили, сами жильцы поливали, потому что очень жалко деревьев. Такая ситуация, как оказалось, практически по всему городу. Жители в соцсетях пишут десятки адресов, где погибают молодые саженцы, которые только формируют крону. Улица Мусина, Чуйкова, Аметьевская магистраль, Мамадышский тракт. Вот практически высохшие саженцы на Галимжана Боруди. Везде вдоль дороги вот стоят посередине. Там они уже вообще вчера я шла, засохли почти что. Ветки даже отламываются. В июне поливали, больше нет. Очень жалко, потому что сколько труда ведь вложено в это. Сажают, а вот уход не получается. Для сравнения, в центре города или вот у стадиона Акбарс-Арена, где на этой неделе пройдет матч, все зеленое. Здесь работает система автополива. А это обычный двор на Голубятниково. Там, где поливают, все зеленое и чувствуется лето. Мы сегодня обратились в столичный комитет внешнего благоустройства. Здесь ответили, за насаждениями и газоном на придомовой территории должна следить управляющая компания. Вдоль улицы и тротуаров администрация района. Поливом занимается нанятый ею подрядчик. В парках и скверах часть обслуживает дирекция, остальное сам комитет. Подрядные организации, задействованные в поливе, у нас работают в повышенном режиме, но из-за такой жары, к сожалению, нет возможности физически успеть полить все деревья. То есть вот одна машина проезжает, если брать по нормативу, она проливает 160 деревьев. То есть потом машина должна поехать, заправиться. Тут надо и учитывать и то, что пробки, и все машины подъезжают на водозабор. Соответственно, время идет. По нормативу на одно дерево уходит 50 литров воды. Поливают насаждения возрастом от 1 года до 10 лет. Деревья в рамках компенсационной посадки до 3 лет находятся не на балансе администрации. Уход за ними должен вести подрядчик. Подрядная организация обязана за счет собственных средств обеспечивать содержание и послепосадочный уход в течение 3 лет. В случае неприживаемости деревьев подрядная организация несет гарантийные обязательства по их замене. В администрации Кировского и Московского районов отметили в Салават-Купере как раз высаженные до 3 лет саженцы. Послепосадочным уходом занимаются организации, которые являются балансодержателями данных зеленых насаждений, высаженных в рамках компенсационной посадки в течение 3 лет с момента восстановления насаждений. Со слов подрядной организации, осуществляющей уход за посадкой, полив организован с кратностью раз в 3-5 дней. Только жители Салават-Купере машин здесь не видели до этого дня. А вот сразу после наших съемок в микрорайон приехала поливка. Теперь они надеются, что это не разовая акция. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.